Добрый день, уважаемые родители. Мы рады вас приветствовать на нашем консультативном часе Республиканского консультационного центра по теме «Игра как средство разговорить неговоряшек». И сегодня на ваши вопросы ответит Игнатова Ярослава Игоревна, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» номер 61, консультант Республиканского консультационного центра. Вначале Ярослава Игоревна ответит на уже поступившие вопросы, а затем, если у вас в процессе выступления появляются вопросы, пишите их, пожалуйста, в чате. Ярослава Игоревна обязательно на них ответит. Итак, Ярослава Игоревна, вам слово. Добрый день. Давайте я сейчас так удобно устроюсь. Так, добрый день, уважаемые участники нашей онлайн-консультации. Наверное, вы задавайте вопросы, пишите, чтобы я могла сориентироваться, вам помочь ответить. Ну, а сегодня почему такая тема выбрана? Потому что очень часто поступают от родителей вопросы о том, что ребенок уже достиг речевого возраста, но, к сожалению, речи как таковой еще нету. Есть какие-то только аморфные маленькие слова, либо какие-то звукоподражания, а то и таких не бывает. Поэтому сегодня мы обратимся в первую очередь к этой теме. Итак, когда все-таки возникает потребность говорить? Ну, как известно, логопеды в своей практике говорят, значит, больше разговаривать с детьми. Но иногда родители делают не совсем правильно разговаривают с ребенком. Любой язык – это все-таки знаковая система слова и, по сути, замещает конкретный предмет, то есть имеет определенное значение. Если общение малыша в возрасте до 1,5 лет его родители сводится только к проявлениям заботы и любви, и ребенок предпочитает играть в одиночестве, то речь появляется не скоро, даже если в словаре накоплено довольно много слов. Для появления речи, конечно же, необходимо, чтобы ребенок нуждался в общении со взрослым, назвать предмет, выразить чувство, просить о чем-либо. Общение должно быть содержательным, об игрушках, о действиях, о впечатлениях. То есть каждое ваше движение, все, что вы делаете с ребенком, все должно оречевляться. Идете по улице, перепрыгнули через лужу, сказали, что вы сделали, да, выполнили. Дома проходит прием пищи, вы тоже это все оречевляете, то есть говорите о том, что мама приготовила, что сделала. Да, очень приятно, что знакомые появляются в чате. Так, дальше. Взрослые разговаривают с малышом не просто так, а именно о совместных действиях и об игре. Ну, следующее. Ребенку нужен предмет, который необходимо назвать для того, чтобы получить его. Когда малыш попадает в ситуацию предметного сотрудничества, перед ним возникает речевая задача, и чтобы ее решить, ему приходится менять свое поведение. Единственной возможностью получить желаемый предмет становится не только словесная просьба. Название предмета определяется словом. Единственным помощником здесь является только взрослый, который, наверное, принимает эту задачу, когда ребенок не может выразить свою просьбу словом, то родители, они берут на себя эту задачу и начинают как бы за ребенка спрашивать. И для ребенка это как бы является вполне удобным средством. Родители поняли, озвучили, значит, это хорошо. Значит, не надо мне прилагать усилия для того, чтобы обозначить свою просьбу. Вот это, наверное, одна из ошибок родителей, когда родители берут именно речевую функцию на себя, не пытаясь ребенка вызвать на контакт, не пытаясь ребенку дать возможность что-то сказать, даже пусть условными какими-то словами, да, чтобы только вызвать вот какие-то маленькие словечки, звукоподражания, что-то маленькое короткое слово, сократить его. Поэтому вот это, наверное, одна из ошибок. Так, какие же этапы есть в овладении словом неговорящими детьми? Ну, это, конечно, вот проявление потребности в предмете.
Это могут быть картинки, игрушки, кубики, книжки, одежда, лакомства. Ребенок желает получить его, тянет ручки, пытается привлечь внимание мамы, мимикой и жестами. Иногда безуспешные попытки приводят к плачу, гневу, но постепенно ребенок понимает, что можно попросить о помощи взрослого. Да? И следующий, наверное, этап – это, вот, как я вам говорила, взрослый помощник. Для того, чтобы обратиться к взрослому, малыши часто используют лепетные слова типа «дай», указательные жесты. Задача взрослого не поддаваться на эти провокации, спокойно дожидаться момента, когда ребенок решит произнести названные слова. Пусть даже это не слово будет, а просто даже первоначальный звук слова. Вот если ребенок не может сказать, он первоначально смотрит на взрослого, да, и пытается что-то сказать, там, например, ку, там, например, кубик, да, мячик, да, вот кубки сжимает, например, да, и уже просит что-то. Это уже позыв к тому, что ребенок есть вот этот толчок к тому, чтобы что-то сказать. Дальше. Третье – это появляется слово, когда у ребенок смотрит на взрослого, он невольно обращает внимание на движение губ. Ну, вот выше я уже сказала об этом. При разговоре обязательно выговаривайте каждый звук как можно четче, чтобы малыш понимал, как он произносится. Вот недавно у меня была консультация, тоже родители приходили, и мальчику уже 4-й год, практически уже 4 года, и тоже проблема с речью, то есть не говорит мальчик. Но вот с мамой проконсультируюсь, многие, как говорится, много она выполняет правильно, делает, да, я говорю то, что ребенка надо провоцировать на речь. И те же самые слова, даже когда он вот пытался ее забрать с кабинета, да, он пытался ее вывести, он заменял, но сама конфигурация слова была понятна, что он ее звал уйти. Она не поняла этого сначала. Я говорю, ну вот видите, он говорю, пытается сказать «пошли», вот, но это немножко по-другому звучало и с уст ребенка, и она не понимала сначала, что он хочет. Вот, оказывается, вырвалось вот это слово, потому что уже, ну, как бы и поиграл он, и уже интерес у него пропал к пространству в кабинете, и поэтому он пытался ее забрать из кабинета. Вот, поэтому, наверное, все-таки, не наверное, а точно нужно ребенка сподвигать тому, чтобы он пытался что-то вам произнести. Принимать ситуацию так, что вы не понимаете, как взрослый, да, что ребенок хочет вам сказать. Хотя вы уже знаете ситуацию, да, и пытаетесь, не поддавайтесь провокации, то есть не оречевляйте за ребенка, пусть ребенок сам говорит. Так, ну что же, дальше что мы? Перейдем непосредственно к игре. Игра, конечно, это ведущий вид деятельности именно детей дошкольного возраста. И, естественно, запуск речи возможен только через совместные игры и занятия со взрослым. Занятия как таковые, да, они тоже проходят все в игровой форме. Начинаем с самых простых упражнений, чтобы ребенок мог легко их освоить, постоянно находимся в ситуации, чтобы ребенок находился все время в ситуации успеха. Давайте так, ну, несколько игр таких разберем, да. Игры, звуки и руки. Двигайте руками и ногами и произносите на каждый жест определенный звук. Например, разводим руки в стороны и поем «а-а-а». Представляем ладошки к уголкам рта и на звук «у». Ставим ноги на ширине плеч. Произносим «и». Сцепляем пальцы в замок и руки над головой. Это «о». То есть это такая непосредственно речь с движениями, да, когда тут же может быть вырабатываться правильное речевое дыхание, когда вы с ребенком играете, например, тот же самый звук «а», в стороны развели, это цветочек, раскрылся цветочек, и выдохнули, да, и при этом, да, еще самое главное, чтобы был правильный вдох, то есть носиком вдыхаем и на выдохе через рот полностью выдыхаем звук «а».
Можно коротко, маленькие цветочки растут, например. А, а, а. Вот, уже поиграли, вызвали какие-то звуки. Следующий, вот, например, тот же самый звук У. Вот, к уголкам рта ставим. Либо ставим вперед, показываем, тянем, да, то есть уже ручки, они показывают действие, да, и показывают действие губам. Вот, у. Дальше, ноги на ширине плеч, говорю, и, да, тянем. И также растянули, ножки поставили, и ручками растянули. И тоже ребенок смотрит на артикуляцию вашу, да, что происходит. Тоже также полный выдох. И короткие выдохи. И. Вот это уже как бы провоцируется на то, чтобы ребенок на гласных звуках, вот он хорошо, если гласные произносятся, потом уже будем переходить на согласные звуки. Вот, облачко пускаем, да, пускаем облачко. Можно над головой, точно так же, как я вначале сказала, над головой поймать. А потом вы можете также с ребенком играть. Например, вы только показываете жесты, а ребенок уже произносит звуки. Или либо за вами он повторяет, вы ему показываете. Вот. И ребенок уже смотрит на вашу артикуляцию, на ваши движения, он повторяет сам звук. Дальше, какие игры еще мы можем поиграть? Ну, кстати, со звуками мы можем то же самое сыграть, еще соединять звуки, да? Когда у нас идет два звука, например, показываем ребенку. У. Вот уже слияние звуков гласных, уже вот эта плавность, как бы, да, она провоцирует на то, чтобы потом ребенок мог сливать слоги, которые будут соединяться в слова и так далее, и так далее. Да. Так, следующее, наверное. Играем в мячик. Можно сесть с ребенком широко на пол, широко расставить ноги и кидать мячик со словами. Давай поиграем. Лови мячик, лови. Выделяя интонацию с глагол лови. Таким образом вы будете побуждать ребенка произносить это слово, когда будете кидать вам мячик в ответ. То же самое проделать, когда будете катать мячик, например, кати мячик. Игра должна быть эмоциональной, поэтому не скупитесь на одобрение и похвалу. Вообще любые игры, они должны быть эмоциональными. То есть показывайте ребенку свои эмоции, удивляйтесь. Там, например, сердитесь, да, бровки хмурьте. Вот эмоциональная составляющая, она тоже дает очень хороший повод для того, чтобы речь быстрее значительно пошла, да. Вот. И, например, то же самое. Кати, да, кати мячик. Там, лови мячик. Вот. И вы уже ребенка провоцируете на то, чтобы он сам это хотел произнести, да. Пусть это будет нечеткое слово, то же самое, аморфное какое-то. О или ови он будет говорить. Это уже говорит о том, что ребенок готов произносить слова, да. Вот. Или кати, пусть там нет каких-то звуков. Ати, говорит ребенок. Это уже тоже помогает ему. Так, дальше следующее упражнение называется будильник. Оно нравится детям. Перед выполнением желательно убедиться, что ребенок примерно представляет себе, что такое часы. Скажите, что сейчас вы превратите малыша в будильник и заведете его. Сделать несколько круговых движений пальцем по ладошке, животу, головке, спинке, проговорить тик-так, тик-так. Теперь он должен зазвонить ритмично, потряхивая ладошками, сопровождая звуком «з». Потом предложите малышу, чтобы будильником были вы, а он должен вас завести. Поначалу помогайте ребенку произнести нужные слова и звуки. И чем чаще повторяя игру, тем быстрее он запомнит эти звукопроизношения. Также можно и трансформировать данную игру и сделать не обязательно звук «з», да, например, будильник со звуком, у нас же тот же самый телефон, да, там же тоже есть функция будильника, и музыка разная. То же самое вы на любые другие можете звуки ребенка настроить, да, там, например,
так звонит будильник, предположим, да, или да-да-да-да-да-да-да, ба-ба-ба, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот звонит так будильник. То есть вот любые звуки, вы то же самое включаете звоночек, как у ребенка, да, и он эти звуки произносит. Так, следующее упражнение, которым можно вот игру. Встаньте с ребенком друг за другом, объясните малышу, что теперь вы вагон и поезд. Совершите много интересных путешествий. Вагоном в вашем составе может стать каждый член семьи. Во время движения издавайте звуки типа ту-ту-ту, чух-чух-чух, у-у-у, потянули, да, звук сигнала. Вот, побуждая ребенка произносить их вместе с вами. Во время поездок по квартире комментирую, что вы видите. Вот стиральная машина, да, и вот вы ее заводите. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, завели машину, да. Вот. А затем в кухню приехали. Поехали за игрушками. Вот, нашли игрушки. Каждой игрушке можно дать свое звукоподражание. Да? Вот, например, если игрушки с животные, ну, само по собой, конечно, подражание, звукоподражание животных, там, мяу, гав, там, может, ав, может, если, например, большая собака, не рычать, а именно произносить, да, то есть ребенок, возможно, не произносит звук р, вот, поэтому может быть заменять, да, звуком. Затем на кухне тоже вы приезжаете, те же самые ложки нашли, позвенели. Тук-тук-тук, дзынь-дзынь-дзынь, да, вот эти всякие звукопроизношения, звукоподражания, да, на любой предмет. Вот, пошуршали бумажку, нашли какую-нибудь, пошуршали, да, приехали на станцию шуршания, да, и там шуршите бумажками там, да, вот, взяли, например, то есть объединить игру, например, с каким-то творчеством, да, приехали, например, как вот на станцию мастерская, да, взяли ножницы, то же самое вы будете несколько функций выполнять, да, когда ребенок, дать ему ножницы, предположим, да, и бумажку, чтобы он учился держать ножницы и резать бумажку, и говорить, бзык, вжик, там, например, любой дык, дык, да, и вот вы режете любые слова, звукоподражания какие-то произносите. Это уже как бы также помогает образовываться затем звуки в слова, звукоподражание. Так, следующая игра может быть называться кап-кап. Для этого задания вам потребуется набор небольших цветных губок для мытья посуды. Поставьте на стол 2 миски, одну пустую, а другую с водой. Рядом разложите губки, чтобы ребенок мог выбрать любую. Возьмите одну, намочите и выжмите в миску, приговаривая кап-кап, кап-кап. Если какая классическая игра, да, когда рисовали дождик, мы вот просто тучку, да, и ребенок рисует, черточки ставит, тоже тут задействованы, получается, у нас и рука, значит, движение, умение, правильный захват карандаша, например, да, нажим карандаша, то есть и в то же время звукопроизношение кап-кап, то тут выжимаем в кулачок, тоже это идет, получается, движение руки, да, с нажим, то есть правильно как бы ребенок, такие пальчиковая небольшая гимнастика, да, можно сверху зажать, так зажать губку, да, то есть она же мягкая, а ребенку поддается. И вот зажимаете кап-кап-кап, кап-кап-кап, да, а водичку смотрите буль-буль-буль, буль-буль-буль. Вот трансформация данной игры может быть. Так, следующую игру, которую можно взять, эта игра называется «Пузыри». Данная игра помогает научиться ребенку управлять своими речевыми органами. Вы пускаете пузыри, а ребенок должен их хлопать, одновременно произносить парные звуки Б, П, В, Ф, Д, Т. Помогайте ребенку произносить звуки вместе с ним, например, да, вот пузыри, хлопаете. Поймал, значит, П, то есть он за вами должен повторять Б. Вот. Даже если он за вами не повторяет, значит, да, ну, то есть можно обыграть как-то другую, пусть другой звук будет, да, не получается, да, но самое главное, чтобы его побуждать к тому, чтобы он что-то делал ротиком, то есть что-то произносил. Так, ну, что-то я пока не вижу вопросов. Если вопросы есть, вы пишите в чат. Вот, может быть, что-то у вас возникает, не обязательно связано с этой темой нашей консультации. Вот, очень жду ваших вопросов, чтобы я могла на них ответить.
Так, еще одна игра — говорящий мячик. Возьмите небольшой мячик, который... Вообще игры с мячиком, они достаточно такие многофункциональные, и детям очень нравится, потому что это движение идет, да. На своих, предположим, занятиях с детками я очень часто пользуюсь мячом, и достаточно это все активно, и дети очень рады. Вот, поэтому и больше, наверное, не просто пассивное сидение и повторение, да, а детям, наоборот, нравится работать с мячом. Но единственное, что когда вы подбираете мячик, обязательно смотрите на то, чтобы ребенок мог им взаимодействовать. Не берите большие крупные мячи, да, вот, и все-таки такие, чтобы помещались у него в ладошках. Так, ну и вот, значит, берем небольшой мячик, который помещается в ладошку, его можно связать крючком, наполнить рисом или крупой, такие мякиши еще мячики, да, тогда он будет мягко массировать детские ручки. Перекладывайте мячик из руки в руки и произнесите сначала звуки. Лучше начиная с гласных и звонких согласных, а потом по мере освоения ребенка можно произносить и слоги. Ну вот можете перекладывать, можете кидать, то есть вот это тоже получается, когда многофункциональность данной игры заключается в том, что вы не только речь вызываете, но и в то же время общую моторику развиваете у ребенка, чтобы он умел и ловить мячик, и отдавать правильно, кидать его, правильно захватывать. Да? Ну и вот мы, например, кидаем, например, вы ему говорите «А», он вам отвечает «А». Вы ему другой ритмический можете рисунок дать «А», он вам говорит «А». Вот. Может, ну, либо кидаете, либо передаете, да. Можете набор звуков, например. Вот как вначале было упражнение, мы с вами рассматривали, но только тут с мячиком, да. И О, и он за вами повторяет. В данной ситуации, помимо того, что вы еще учите как бы произносить, но и развиваете слуховое внимание ребенка, чтобы он слышал звуки, которые вы произносите. Ну, как вначале я говорила, произносить тоже нужно очень четко. Очень четкая должна быть артикуляция звуков, очень четкое произношение, чтобы ребенок видел и понимал, как это все произносится, как произносятся звуки. Вот. Ну и затем дальше вы бросаете, например, К, Та, Ти, Пы, любые слоги берете, да, вот эти прямые, которые идут сначала согласные, потом гласные. Потом можно брать, например, обратные слоги, например, кидайте оп, кидайте, потом опа, он за вами повторяет опа. Вот. И затем, когда вы на слогах немножко отработали, простые, например, слова говорите киса, вата, дыня. Вот такие слова, которые с простыми согласными звуками, то есть не шипящими, не свистящими, когда если их нет в речи ребенка, этих звуков, то лучше их не брать. Так, упражнение «Чудесный шкафчик». В данной игре вам потребуется небольшой шкафчик или комодик с большим числом отделений. Его можно сделать из обувных коробок, склеить между собой при малыше, спрячьте в один из ящиков игрушку, хорошо знакомому предмету. Ребенок должен найти его, достать и назвать. Ну, вообще, как бы, наверное, скажу так, очень большим сейчас успехом пользуются магазины Fix Price, да, и там тоже продаются различные комодики, шкафчики. Но в чем интерес данной игры, да, в том, что вы можете смастерить данный шкафчик или там комодик сами с ребенком. То есть и тот же, когда вы будете это делать, вы тоже можете все расчехлять, рассказывать, что вы делаете, что приклеиваете, что загибаете. Вот. Ну и затем в этот уже шкафчик вы обыгрываете, то есть складываете туда различные игрушки и достаете. Ну, игрушки такие как бы простые, например, то же самое киса, да, когда ребенок, ну, слоговое слово, да, чтобы ребенку с открытыми слогами, чтобы он не мог произнести слово. Вот, спрятали, например, картинку какую-то, дети в этот же шкафчик, ну, комодик, да. Вот.
такой же, как бы раньше была еще игра, например, часто использовали сухой бассейн, когда, например, насыпается очень много там фасоли, она вот тоже очень тактильно приятна, там различные косточки, а, крупы различные, такие не очень мелкие, да, и вот ребенка прячутся картинки, да, и ребенок, когда ищет, вот, то есть получается тактильно он ручками находит картинку, да, и достает и пытается произнести, да. Да, тяжело, конечно, иногда бывает деткам, когда слить эти слоги, поэтому на помощь, конечно, приходите вы помогаете. Вот. Дальше, следующая игра называется «Буль-буль». Вот. То есть мы с вами уже рассматривали игру «Кап-кап», а вот теперь игра «Буль-буль» называется. Также приготовите большую миску с водой, цветные мелкие камушки, бусинки, пуговицы. Ну, конечно, играя с таким материалом, обязательно вы должны быть рядом, потому что техника безопасности, контроль со стороны взрослых, чтобы ребенок не воспользовался в другом назначении с данными предметами, да. И также бросаете с малышом предметы в воду и на каждый бросок говорите ему «буль», «бултых». А когда упал, например, тоже, я говорю, любые междометия «ах» сказали, и это эмоционально выразили. «Ох», сильные брызги, например, «ох» получились. То есть тут тоже эмоционально вот этот заряд для ребенка. Дети очень любят играть с водой, вот, поэтому для них это тоже как бы очень хорошее такое средство для того, чтобы разговорить, ну, вызвать у ребенка какие-то слова. Так, ну что еще? Игра «Шарик». Для игры нужен маленький легкий мячик или обычный воздушный шарик без геля, иначе шарик может улететь, да? Его нужно подбрасывать вверх и приговаривать «ух, ух». Ну, в данной ситуации вот этот шарик можно первоначально вместе с ребенком надуть, это тоже как бы развитие дыхания будет, да, но когда вы берете воздушный шарик, то вы должны его сначала сами надуть, для того, чтобы ребенку было, сами понимаете, что шарик может быть тугой, и ребенку будет тяжело надувать. Он не сможет этого сделать. Значит, для начала вы должны разработать этот шарик, чтобы потом помочь ребенку надуть его, да. Ну, а сами попутно еще подготовить несколько шариков. И то же самое, вы можете взять, кидая, во-первых, подобрать несколько шариков с различными цветами, красный, ну, основные, например, красный, желтый, зеленый, синий. И вот, и помимо того, что вот трансформация этой игры может быть заключаться в том, что вы кидаете, например, говорите «ух», это будет, например, зеленый шарик, да, «ах», это красный, желтый, например, «ох», да, и синий, например, «эх», да, и вот вы говорите «эх». То есть вы, ну, сначала не давайте все как бы вот инструкцию, да, на все шарики, потому что очень сложно запомнить данную инструкцию. Поэтому, например, берите только желтый, красный, например. Ах, ох, да, только. И вот давай подкинем, скажем, ах, какой возьмем? Красный, например, да, и вот вы берете красный, да, и так, ах, вот. Потом желтый, ох, ох, нашли, да, и вот то же самое, вот эти междометия как раз можно использовать. Тут тоже вы закрепляете цвета основные с ребенком, да, и первоначально, когда надували, предположим, развивали дыхание ребенка, цвета закрепляете, вызываете речь, то есть посмотрите, сколько много задач можно выполнить при одной игре. Вот. Так. Ну вот еще одна игра называется «Цап-цап». Посадите ребенка за стол так, чтобы его локти опирались на стол. На расстоянии примерно соответствующей длине предплечья. Положите мягкие предметы, вроде бусин, мелкие предметы, вроде бусин и пуговиц. Рядом поставьте коробочку. Теперь ребенок, не отрывая локтя, должен взять предмет пальцем со словами «цап» и перенести его в коробку со звуком «бах». Кстати, это можно устроить соревнование, когда малыш хорошо освоит эту игру. Да?
И вообще как бы бусины и пуговицы, и вот еще раз скажу, что в магазинах, сети магазинов Fix Price очень много продается сейчас именно для игр такие различные камушки. Есть цветочки, сердечки, они пластиковые, они такие не травмоопасные, например, если, предположим, бусина, она все-таки может быть мелкая, да, а данные игрушки, их уже точно не затолкаешь ни в нос, ни в рот, поэтому ими можно играть. Также вот помимо того же цап-цап, да, игру, значит, пальчиками брать и отпускать, то же самое можно взять пинцет и с ребенком играть с пинцетом. И вот также берете цап, бах. Вот. И тут же получается вот так же у вас мелкая моторика задействована, когда вы захват ребенка, то есть умение пользоваться этим пинцетом, да, то есть ребенок правильно берет, отпускает предмет, поэтому это как раз помогает развитию именно пальчиком. Вот. И есть еще такие игра, например, накормите Таню-Ваню. Берете, значит, коробочку, ну вот есть, продают различные продукты, да, вот и крышечка пластмассовая. Вырезаете ротик, рисуете там глазки или приклеиваете глазки, волоски приклеиваете, и потом ребенок можно точно так же берем горошинку, например, да, и кормите Тане, другую Ване. Или сначала просто на Таня, это уже когда можно формировать фразу, да, на Ваня, вот. Можно так, ешь Таня, ешь Ваня, вот. И вот уже вам игра, которая помогает ребенку, помимо того, что и мелкую моторику развивать, и плюс еще и речевлять все это. Ну, вообще любая игра, она требует речевления. И чем чаще вы будете с ребенком говорить, именно вот все свои действия речевлять, произносить, по слогам произносить, медленно произносить, да, тем быстрее у ребенка будет желание самому говорить. Да, и, естественно, как я уже повторюсь, вначале я сказала, что не надо за ребенком произносить слова. Пусть дайте ему возможность самому это сделать. То есть провоцируйте ребенка на речь. Наверное, по играм я вот рассказала все, пока еще вот как бы не вижу каких-то вопросов. Если возникают, пишите. Какие еще бывают вопросы задают, да, вот часто приходят на консультацию родители, ну, я просто из своего опыта, наверное, работы скажу, да, родители, когда вот приходят и спрашивают, ребенок не говорит, в первую очередь, конечно, нужно понять, понимает вообще ли речь ребенок. Простые фразы, инструкции. Чаще говорят, да, понимает, да, он все, вот мы говорим, он все вот все выполняет, все, что просишь, все делает, да, но вот сказать ничего не может. Поэтому в первую очередь нужно, естественно, проверить понимание речи, простые инструкции. Да, простые инструкции такие бытовые, когда просто дай там ложку, дай там тарелку, вот самая простая, например, да, вот, и до многоступенчатой инструкции, например, двойная там, возьми ложку, дай ее мне, вот, уже двухступенчатая инструкция, понимает ли ребенок, что нужно выполнить, да, вот, возьми стул, принеси его на кухню, вот, уже тоже другая инструкция немножко. Сможет ли понять? Если ребенок не понимает данную инструкцию, то тогда расчленяйте ее, то есть берите, значит, возьми стул. Ребенок, когда уже выполнил действие, вы говорите, принеси его на кухню. Он несет на кухню. Вот. Затем, если, конечно, проблемы, когда ребенок что-то недопонимает, конечно, тут уже нужно более углубленная работа, понимание того, что почему ребенок не понимает каких-то инструкций. И, естественно, нужно обращаться к медицинским специалистам, то есть неврологу, психиатру, чтобы уже провести обследование, потому что часто бывает
ну, не часто, как бы, но бывают такие случаи, когда ребенок не понимает обращенной речи. Вот. Каких-то простые может понимать инструкции, более сложные они не поддаются пониманию, и приходится иногда на словах объяснять, то есть показывать. Не объяснять, а показывать именно, что нужно сделать. Вот. То есть это уже такой некоторый сигнал к тому, что нужно более углубленную диагностику делать. Затем, какие еще вопросы бывают? Ну, спрашивают часто, например, вопросы бывают, ну, по звукопроизношению. Если вот есть у вас какие-то по звукопроизношению, что-то говорит ребенок, не говорит ребенок, давайте я вам отвечу. Пока вот еще не вижу никаких вопросов. Вот. Да, очень приятно, конечно, так общаться. Наверное, сейчас просто летнее время, и многие заняты, пока не состоялись, да, вопросы. Так. Ну да, мне тоже приятно видеть знакомых людей в чате. Желаю успехов всем, кто работает с детками. Поэтому обращайтесь, если вдруг возникают какие-то вопросы, вы пишите, потому что как бы сложно, мы всегда отвечаем по факту, когда вот родители приходят и конкретно задают вопросы. Да, часто вот бывает еще родители обращаются, когда у ребенка, может, диагностируют или не диагностируют, но бывает задержка психоречевого развития, да, то есть вот, и тоже спрашивают, как работать с ребенком. В принципе, при задержке психического развития работа логопеда тоже строится таким же образом, да, то есть мы работаем, естественно, начиная со звуков, это составляющая, затем мы работаем, переходим на слова, маленькие слова, двухслоговые слова, простые с прямыми слогами, когда, чтобы ребенок мог соединять слоги в слова. Затем также переходим на более сложную слоговую структуру, когда идут слова с стечением согласных, да, то есть, ну, сначала также отрабатывается все на слогах, именно сложной слоговой структуры, например, там пта, кта, да, вот эти слоги идут, потом они включаются уже в слова. Также идем потом слова, словосочетание выходит и фраза. Конечно, у детей с задержкой психического развития бывает, этот процесс затягивается дольше, потому что сложность понимания каких-то инструкций идет. Но, в принципе, строится та работа логопеда именно строится по тому же принципу, что и с детками с речевыми. Если уже, конечно, глубокие такие тяжелые нарушения речи, то тогда уже там работа уже строится индивидуально. Составляется план индивидуальной работы, и уже по этому плану мы работаем. Что еще, какие у нас есть? Да, часто бывают вопросы задают такие, что ребенок не договаривает, предположим, окончание, да, или переставляет слоги в словах, например, да, те же самые там, ну, замены, да, замены, понятно, могут быть замены звуков в словах, когда, например, сложные, там, шипящие, свистящие, да, бывают замены такие простых звуков, например, к, т, например, да, когда звука к, например, нет, он заменяет ребенок на звук т, вот, тогда, говорим, не кошка, а там, тотка, да, вот. Естественно, тут идет восстановление, а когда идет замены просто слогов, например,
в словах представляются, например, ну, какие слова у нас? Пиржнак, например, да, ребенок говорит. Вот, то любые там вот переставления ребенку, естественно, нужно все демонстрировать артикуляционно, то есть показывать артикуляции, как ставится, по слогам произноситься слово, и это слово должно закрепляться в речи ребенка. Многократно повторяться для того, чтобы ребенок уже смог выговорить, да, и поэтому тут надо в данной ситуации еще, когда идут замены слогов в словах, то нужно обратить внимание на то, что он может быть нарушен фонематический слух. Вот, то есть ребенок не слышит данные звуки в словах, тогда уже тут немножко работа другая идет, коррекционная. Вот. Ну, да, очень приятно. Всем спасибо, да. Я надеюсь, что консультация была эффективная. Вам данные игры, которые я подобрала, помогли. Вот. А в дальнейшем обращайтесь. Буду рада вам помочь. Поэтому, наверное, сегодня мы закончим наш чат, нашу консультацию. Большое вам всем спасибо за участие.